человек, находящийся в кабине, знает, какой этаж проехал. Изучение основ эксплуатации лифтового оборудования – предмет трудный, но интересный. Студент третьего курса Ибрагим Илиев за 3 года учебы не пропустил ни одного занятия без уважительной причины. По его словам, профессия лифтер у нас в регионе востребована, и поэтому будущий специалист уверен, что будет трудоустроен. Хочу обучиться, узнать, как все работает, для чего она предназначена, чтобы помогать людям. Теория легкая, чем практика, потому что теорию ты можешь прочитать, там где-то что-то сказать, а на практику уже это бывает сложно. Надо же практиковаться этим, поэтому чуть-чуть сложнее практика. Всего профобучение по направлению лифтер в колледже проходят около 20 студентов. Кроме теоретических занятий, устройство и систему безопасности лифта они изучают и на практике под чутким руководством преподавателя электротехники Магомеда Арчакова. Своими знаниями делится охотно с молодым поколением. В связи с тем, что вот у нас в Ингушетии сейчас очень много высокоэтажных зданий, которые выше 6 этажей. В каждом доме, который выше 6 этажей, должен быть лифт. А у нас таких домов по республике очень много. Во всех зданиях, так, где положено по проекту, лифты поставлены. У нас обслуживание хромает. У нас нет специалиста по обслуживанию лифтов. Организовать профессиональные курсы по направлению лифтер решено еще в прошлом году по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова. Теперь вопрос нехватки кадров по обслуживанию лифтового оборудования не должен возникнуть. Знаете, что у нас это направление очень болезненно в том плане, что мы вынуждены приглашать из других регионов специалистов по обслуживанию и ремонту лифтов. Вы знаете, что у нас в больницах, в многоэтажных домах постоянно лифты ломаются, и они требуют обслуживания и постоянного ремонта. Первый выпуск у нас был в прошлом году. Выпустили мы 13 человек, которые 4 из них работают ООО «Торгим» в Магасе, и остальные работают в других организациях и ведут ремонт и обслуживание лифтов. Ну, в этом году мы со 2 ноября набрали еще одну группу по отбору, потому что отбор был желающих очень много. Мы провели отбор, и 16 человек сейчас у нас обучается в данный момент по этому направлению. Руководство СУЗа не без гордости называет колледж кузницей востребованных специалистов. Студенты, как будущие профессионалы со знанием своего дела, внесут свою лепту в обеспечение уютной и комфортной жизни для жителей. Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24.